Отведать традиционную солдатскую кухню пришли сотни людей. Горячую кашу повара Министерства обороны едва успевали раздавать всем желающим. В ней предлагали и горячий чай. Повар Министерства обороны Наталья Баранова поделилась рецептом традиционной фронтовой каши. Тушенка, морковка, сливочное масло, лук, чеснок. Люди угощаются тут же, в парке. Многие кормят детей, которые, как ни странно, с удовольствием едят гречневую кашу. Мне все очень понравилось. Очень вкусно. Спасибо вам большое. Поздравляем всех ветеранов, всех с праздником сегодня. Знаменательная дата очень, конечно, мы не должны никогда забывать. И спасибо большое. Дети наши вообще в восторге. Они и поели, и выпили, и посмотрели. Мероприятие очень интересное. Все отлично. Вот эти традиции, обычаи, которые у нас сейчас вот есть, и 9 мая, и другие праздники, это великолепно. Это память о наших дедов, о наших отцов, матерей, которые сражались, воевали, защищая нашу землю, которые погибли. Позже и разбитая рядом палатка полевой кухни наполняется ветеранами и гостями. Поднять фронтовые 100 грамм и попробовать солдатской каши вместе с ветеранами подошел и президент Рауль Хаджимба. Атмосфера праздника царит повсюду. Многие люди пришли с детьми, одетыми в советскую военную форму. А песни победы звучат не только от оркестра, но и в исполнении школьников. Если в поход страна позовет за край наш родной, мы все пойдем в священный бой, священный бой. На набережной мы встретили маленького Мелитона Кантария. Сегодня у него день рождения. Ему исполнилось 3 года. Так как он родился 9 мая, и сегодня у него день рождения, именно в 70 лет Победы, с такой фамилией, мы сказали, что это будет история, и его папа захотел, чтобы его так звали. Поздравляем всех с праздником Победы, желаем всем крепкого здоровья и, конечно же, мирного неба. Инал Габлия прошел в составе бессмертного полка с фотографиями своих дедушек. Молодой человек рассказал, что в честь Дня Победы принял участие в акции российской авиакомпании, и в честь его дедушек будут названы 2 авиарейса. Мы приняли участие в акции компании S7, это авиакомпания, в честь наших дедушек Габлия Варлама Алексеевича и Габлия Георгия Соломоновича полетят 2 рейса. Один из города Ош в Киргизии в Москву, второй рейс из города Москвы в Сочи. 10 и 11 мая в честь них будут названы рейсы компании S7. У памятника неизвестному солдату мы встретили участников 5-го ежегодного велопробега, посвященного Дню Победы. Мы проехали замечательный маршрут, традиционный уже для велопробега на 9 мая. Он начался у нас от Дома Москвы, из города Сыху. Мы приехали на мемориал захоронения воинов, погибших при обороне Кавказа 42-43 годов. Возложили венки на мемориале воинов, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. И завершили наш велопробег у могилы неизвестного солдата здесь, на набережной. Выставка боевой техники привлекла внимание многих, особенно детей, которые с удовольствием садились за руль советской самоходной реактивной системы залпового огня «Град», буквально облепили БМП, примеряли на себе роль военных мотоциклистов и артиллеристов. День Победы действительно всенародный праздник, который не теряет своей актуальности. И подтверждение тому множество людей, которые сегодня вышли со своими семьями вспомнить ветеранов и рассказать о них молодому поколению. Ирена Джопу, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.